О Верховном либо хорошо, либо ничего хорошего. Городской суд Бишкека оставил в силе приговор для Аската Джетигена – 3 года тюрьмы за видос. Людей снова призывают меньше тратить денег на мероприятия, теперь подключили тяжелую артиллерию. Балбак Тулебаев недоволен министром здравоохранения, а Айбек Маткеримов – мошенниками. Ну а что хорошего? Завод новый построить обещают. Ладно, всего интересного в тезисах не расскажешь, так что садитесь поудобнее. Это не новости апреля, и я, Олеся Цурикова. Привет! Бишкекский городской суд оставил Акына Аската Джетигена под стражей. Решение Свердловского районного суда оставлено без изменений – 3 года лишения свободы. Во время прений сторон адвокаты указали на нарушение ряда процессуальных норм, подчеркнули, что видео, представленное в качестве вещественного доказательства, отличается от того, которое было подвергнуто экспертизе, и попросили суд обратить внимание на допрос экспертов, особенно на выводы эксперта Сахпаева, который сделал свои заключения, не принимая во внимание весь текст обращения Аската Джетигена, а вырывая его из контекста. Но суд отклонил ходатайство адвокатов. В своем последнем слове Джетиген заявил: «В моих высказываниях не было и не могло быть призывов к массовым беспорядкам». Этот суд, который выполняет приказы нынешних властей, служит их хлыстом и поддерживает их интересы. Но ничего, это еще не конец. Впереди будет справедливый суд. Увидимся там. На этом суде я буду прокурором. Напомню, ГКНБ задержал Акына в марте этого года по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти за то, что записал видео с критикой властей. О Верховных либо хорошо, либо ничего. Судья Телектур Дукулов сразу после задержания Акына решил, что пока дело не завершится, мужчину лучше держать в СИЗО, но чтобы он не продолжал заниматься противоправными деяниями, видео записывать. По словам гособвинителя, Аскат Джетиген в нецензурной форме раскритиковал президента и тем самым вызвал резонанс и обсуждение в соцсетях, что могло вызвать народные волнения и угрозу безопасности населению Кыргызстана. 1 июля судья Свердловского районного суда Бишкека Жолдошбек Сулайманов приговорил Акына к 3 годам лишения свободы, признав виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти. А теперь и городской суд с ним согласился. Остановить планету я сойду. Тем временем в Чаткале пропали 6 человек. Предположительно, их накрыла лавина. МЧС уточняет, что на прошлой неделе 14 человек ушли в горы для сбора трав. Группа направилась в отдаленную местность, но потом перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственники пропавших вызвали спасателей. 8 в итоге нашли. Местоположение еще 6 до сих пор неизвестно. Несколько дней назад в этой местности в районе горы Аксай сошла снежная лавина. Спасатели предполагают, что люди могли оказаться под ней. Глава МЧС Бообек Аджикеев поручил подготовить вертолет для их поиска. Как только погода позволит, вертолет немедленно отправится на место. После определения точного местонахождения граждан, 15-20 спасателей МЧС будут добираться до этого пункта 2-3 дня. Группа будет оснащена всем необходимым, включая спутниковую связь для непрерывной связи и доклада информации. Затем отправится вторая спасательная группа с 6 лошадьми для эвакуации. Ситуация находится под моим контролем. Да, вертолеты у нас для плохой пасмурной погоды, напомню, не предназначены. К другим темам. 20 машин скорой помощи закуплены для отдаленных районов Кыргызстана. Передача прошла сегодня на Старой площади в Бишкеке. Ключи вручал лично глава Минздрава. Как отметил Алымкадыр Бейшиналиев, машины полностью оснащены всем необходимым оборудованием, что улучшит оперативность экстренной медицинской помощи для жителей труднодоступных районов республики.
А пока министр был занят благим делом, в парламенте его работу обхаяли. Депутат Балбак Тулебаев на заседании ЖК завел тему здравоохранения на территории Иссык-Кульской области. Парламентарий отметил, что к нему постоянно обращаются жители области с жалобами на Минздрав. Вот в селе Каракол Аксуйского района была больница с центром семейной медицины, родильным отделением и собственной лабораторией. Но роддом закрыли несколько лет назад. А теперь с административно-территориальной реформой к поселку присоединяются новые села. Людей больше, а за медпомощью некуда обратиться. В последнее время Алымкадыр Савердинович не успевает в работе или есть другая причина? Он не обращает на нас внимания. Конечно, не успевает. Он же на Старой площади мерзнет стоит. Совсем другой проблемой обеспокоен парламентарий Айбек Маткеримов. Она больше личного характера. От его имени мошенники просят у его знакомых денег. А это не он не просил. Говорит, что в мессенджере Telegram создали канал, который назвали его именем и разместили его фотографию на аватарке. И теперь никакого спасу от этой напасти нет. Моим коллегам, знакомым отправляют сообщения и просят деньги. Необходимо с этим бороться. Многие граждане обращаются к нам по мошенничествам. Его коллега Арсланбек Гембердиев высказывание поддержал. Говорит, мошенничество и впрямь больше стало. Вот глава ГКНБ Камчебек Ташиев, конечно, поборол настоящих бандитов, которых в народе называют черными. Но теперь развелось мошенничество, которое страшнее даже коррупции и терроризма. Вот как. Ну а сегодня на заседании ЖК отчет давала МВД, как раз о телефонном мошенничестве. По данным ведомства, с начала года было возбуждено 867 уголовных дел по таким фактам, а из них 508 уже раскрыты. Вот это поворот! Да, я тоже удивилась тому, что по сути раскрыты более 60% дел. Это немало, при том, что зачастую поймать телефонных аферистов очень сложно. Но и к другим темам. Нас всех снова настоятельно призывают отказаться от расточительства. Но теперь придумали более интересную схему. Вместо того, чтобы воздействовать на население, давить решили на рестораны. Столичные акимиаты проводят встречи с представителями банкетных заведений и рекомендуют им отказывать гражданам, которые планируют проведение расточительных мероприятий. Ну там тоев, религиозных церемоний, поминальных обрядов и так далее. Аргументируют это просто. Все в рамках исполнения указов Садыра Джапарова. То есть рестораторам почти предлагают: откажись от дохода в пользу указов президента. Приходит клиент за услугой, гони его в зашей. Я просто похлопаю. В указах написано, что все это ради стабилизации основ духовно-нравственной культуры кыргызского общества и обеспечения социальной справедливости. Так что не ерепентись. Забавно, что представители кафе и ресторанов поддержали меры муниципальной администрации. Наверняка добровольно, да, у нас же иначе вообще не бывает. Еще хорошего, в Аламудунском районе построят торгово-логистический город Манас. Сегодня заложили капсулу, а Кылбек Джапаров поделился грандиозными планами. В городе будет расположено 30 тысяч торговых точек. Его площадь составит 700 гектаров, а общий объем инвестиций достигнет 4,2 миллиардов долларов. На первый этап строительства будет выделено 700 миллионов долларов. Этот центр можно сопоставить с крупнейшими морскими портами по своей значимости и функциям. Напомню, инвестсоглашение по этому центру подписано в сентябре между Кабмином и ОСО «Кыргызско-Китайский инвестиционный холдинг», который, собственно, и построит все, что там намечтала Кылбек Джапаров. Согласно условиям, 49% доли управляющей компании передадут государству, а еще 10% от общей площади построенных жилых комплексов и все социальные объекты. С Манасом разобрались, но это не все инвестюшки-плюшки на сегодня. Есть еще уже по другому проекту. На месте ипподрома Аккула появится комплекс зданий с бизнес-центрами, жилыми, социальными, инфраструктурными объектами и парковыми зонами. Возведет все это ОСО РЦА «Ливинг». Кабинет министров одобрил соответствующее инвестиционное соглашение. Согласно документу, 53,5 гектара по улице Термечикова, 16 в Бишкеке передаются в аренду на 49 лет с возможностью продления этого срока. Обязательства инвестора такие: перечислить в бюджет города Бишкека 67 миллионов долларов и инвестиции не менее чем на 300 миллионов долларов. Сверху докинуть еще 250 тысяч долларов на разработку аналитической основы концепции генплана Бишкека. Ну и потом уже строить свои бизнес-центры и
и жилые помещения. При этом из того, что построится, государству надо будет отдать 3 школы, 3 детских сада, парковые зоны, прилегающие дороги и тротуары. Ну и ясно-красно инженерные сети к этим объектам. И все это на безвозмездной основе. Извини, я только хотел узнать, без чего? Без ввоза, без дна. То есть даром. А, даром. Понятно. И это все ради бизнес-центров? Ну, не знаю. Кто такие эти ОСО РЦА «Ливинг» непонятно. Если опираться на данные Минюста, зарегистрирована ОСОшка буквально пару месяцев назад, в августе. Сфера деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. В руководителях значится некий Фан Ань Шон, а в учредителях – Шабазов Салим Махмутович и частная компания с ограниченной ответственностью Silverdale Limited. Как отмечает Акипресс, в инвестиционном соглашении говорится, что бенефициарным владельцем ОСО РЦА «Ливинг» является компания TNG Global Foundation, застройщик недвижимости со штаб-квартирой в Гибралтаре. А между прочим, ранее Садыр Джапаров предлагал тут ипотечное жилье строить, но, видимо, деньги нужны нам сильнее, чем льготное жилье. На Лалафо вы найдете все, что нужно. Покупайте мебель легко и удобно, не выходя из дома. Пансионат «Карван» 4 сезона нарушает законы. В начале июля там прошли внеплановые проверки. Инспекции земельного и водного надзора выявили грубые нарушения. В частности, капитально застроенный въезд в пансионат расположен на пастбищных землях. На пляже расположены объекты на расстоянии менее 100 метров от берега. Почти 3 месяца спустя инспекторы снова прибыли в пансионат. Но в «Карван» 4 сезона их не впустили. Валерий Жернаков продолжит. Вчера приезжали вы, да? Да. Не пустили. Да не пустили вас. Сюда инспекторы по земельному и водному надзорам приезжают во второй раз. В первый, в июле, они установили грубые нарушения. В ходе этой контрольной проверки их в пансионат не пропустили. Даже несмотря на то, что прокуратура Иссык-Кульского района вынесла акт реагирования. По факту строительства объектов на сельскохозяйственном земельном участке на имя начальника службы земельного и водного надзора 05.08.2024 года внесен акт прокурорского реагирования, которое высылаем вам. После внепланового проекта они написали административную жалобу. И говорят, что они не получили от Министерства водных ресурсов сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности ответ не получили. Поэтому мы не имеем права искать. Главный инспектор межрегионального управления Иссык-Кульской области по земельному надзору установил, что строения при въезде в пансионат возведены на пастбищных землях. Прилегающая территория, вот при входе в «Карван» 4 сезона, можете удостовериться, вот эти строения были незаконно выстроены. Мы при предписании все указали, дали срок для устранения. Нас не пускают сюда. Воспрепятствие. А насколько это законно вообще? Это незаконно. Пансионат заключил договор с АИУКМЭТУ на использование этого участка пастбищных земель в 2018 году. Сроком на 5 лет всего за 2760 сомов в год. В прошлом году срок документа истек. Вдобавок, в программе Google Earth можно увидеть, что в 2017 году «Карван» 4 сезона уже использовал эти земли. А по мнению частных владельцев коттеджей, входная арка была установлена куда раньше. Капитальные строения на пастбищных землях у «Карван» 4 сезона, это вот административные корпуса и арка, значит, стоят с 2007 года. Хотя документы на них сделаны только в 2018 году. Нарушение законодательства в пансионате обнаружил и старший инспектор по водному надзору. Серьезные несоответствия допущены в зонах санитарной охраны подземных вод, а также в пляжной зоне. К примеру, строения, расположенные в 100-метровой защитной зоне пляжа. Тут 5 скважин. Каждого 12,5, 16, 27, 2,4 метра, 5 метров. 20, 18. Ну, это 15 метров допустимый проекта есть. А так, видите, вот 2,4 метра, 5 метров. Это я ему указал, если такое разрешение санэпидстанция дает, согласовать проект с санэпидстанцией. Если нет, тогда сдвинуть все вот это радиус на 15 или 30 метров.
пансионат инспекторам пройти все же удалось. На все указанные нарушения исполнительный директор ответил кратко. Все документы предоставим. А вот по поводу нарушений в пляжной зоне он скромничать не стал. Аквапарк был введен в эксплуатацию в установленном порядке. Аквапарк функционирует с 2014 года. В 2016 году нами было получено разрешение на реконструкцию. Повторюсь, 652 постановление вышло в 2022 году. То есть он выходит и не разрешает на сегодняшний день строить, устанавливать как и капитальные, так и временные объекты. Аргументы исполнительного директора имеют место быть. Однако возникает вопрос, почему одни строения Госстрой сносит без судебного разбирательства, а другие старательно игнорируют. Валерий Жернаков, редакция «Апрель». В прошлом месяце депутат Дастан Бекешев интересовался, а куда же делась государственная доля пансионата «Карвен 4 сезона». Говорил, что были 33% у государства, а потом оп, и на сайте Минюста этой доли уже нет. Мы обратились за разъяснениями в Госагентство по управлению госимуществом, и вот какой ответ получили. Я вот уточнила, это получается 304 миллиона сом купили, 33%. По поводу, кто именно купил, я еще раз согласовала, там сказали, что мы не сможем ввиду конфиденциальности. Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. И вот еще позитив, которого так просят в комментариях некоторые наши хейтеры. В Сокулукском районе построят кожевенную фабрику и обувной завод. По крайней мере, есть такие планы. Сегодня зампредседателя Кабмина Бакыт Торобаев провел выездное совещание по вопросу строительства всего этого добра в селе Джаны-Пахта Сокулукского района. По итогу определили место для строительства 10 гектаров, а руководителям государственных органов раздали поручение придумать, как лучше трансформировать землю, подвести воду и электроэнергию и построить очистные сооружения, ну еще и дороги проложить. Обещают, что завод будет перерабатывать около 4000 тонн кожи в год, а обувная фабрика производить 1000 пар обуви в день. А вместе взятые они обеспечат 130 рабочих мест. И еще одна хорошая весточка. В Бишкеке появилась Академия ГКНБ. Открывал ее сегодня сам президент Садыр Джапаров. Глава государства рассказал, что текущая политическая ситуация как в мире, так и в регионе требует от органов национальной безопасности высокой профессиональной подготовки. Поэтому и возникла необходимость построить институт профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров для ГКНБ. Академия кесипкөй чекстерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу багытында илимий жана... Академия станет специализированным высшим военным учебным заведением с научно-методическим центром, направленным на подготовку и повышение квалификации профессиональных сотрудников органов безопасности. Здесь молодые специалисты получат необходимые профессиональные знания, навыки и умения, которые позволят им защищать конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Президент напомнил, что ранее наши силовики обучались в Российской Федерации, а теперь и дома смогут. Академия будет готовить кадры не только для ГКНБ, но и для Минобороны, а еще будет обладать правом предлагать рекомендации для совершенствования законодательства. Вот такой сегодня день и такие не новости. За новостями переходите в наши соцсети и телеграм-канал Апрель ТВ. Пишите нам комментарии, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Им же тоже интересно. Чего вы как не родные? Все, пока. Хотите обустроить свою спальню совершенно новой мебелью? Откройте Лалафо и найдите идеальную кровать, шкаф и трюмо для вашего уюта. Широкий выбор, доступные цены. Найдете все.